года 23-го. Это за 20 года только. Уважаемые Это коллеги, не палаты. Это За всего. не рядовое пленарное заседание, мы подводим итоги своей работы, поэтому я бы считал все-таки в принципиальном плане выслушать некоторые замечания и пожелания своим коллегам. Вот, сегодня совершенно правильно сказано, в Общественной палате мы обращали внимание на такие актуальные вопросы, как, значит, ЦВО, само собой, значит, и по названию года это год, значит, педагога, год наставника, год труда в нашей республике и другие вопросы, которые обозначил Путин именно в это время, значит, актуальными. Это, значит, духовно-нравственное воспитание и патриотизм. В этом плане работа была проведена, но я мог бы, конечно, много говорить. По нашим комиссиям сегодня правильно отмечено, по труду, если говорить, значит, конкретно, то вот две мои комиссии, курируемые мной, значит, вот, по Арктике и по северным территориям, по делам малочисленных народов, по агропромышленному комплексу, они проделали очень большую работу, которая в какой-то степени иногда, не очень воспринимается некоторыми товарищами. Поэтому в этом плане мы должны обращать в будущем, значит, все-таки мы должны создавать сначала благо, это через труд, через производительный труд, а потом, значит, плясать празднование. Поэтому в этом направлении надо работу усилить, это первое желание, тем более год семьи по России, это продолжение всех этих, значит, работ по духовному воспитанию, по патриотизму и по труду. Я так считаю, и нам надо эту работу продолжить. Так, второе, в этом деле, это не мои слова, вообще и в других общественных организациях мы не до конца использовали, значит, могучую силу, значит, опыт, практику наших ветеранов труда. Очень полезные советы были бы. Это я, значит, из разговоров, значит, в группе Высшего совета старейшин говорю. Потом по всем направлениям, даже по спорту, нас, значит, спортсменов, опытных людей, столетия, и, значит, никто не привлекал. Это по одному направлению. И в целом у нас, значит, по нашей работе, общественной работе тоже другие. Это, я считаю, большой недостаток, золотой резерв, золотой запас, значит, это вот наши ветераны, и их надо обязательно высказать. Сегодня молодежь мало знает, значит, о советском образе жизни, там, значит, были хорошие показатели экономические. И сегодня удивляется, когда вот я один из многих там участвую, значит, на этих круглых столах, значит, до собрания. Но молодежь интересуется. И вот, оказывается, говорят, такие цифры есть. Поэтому в этом плане надо продолжить работу. И второе, мы, будучи на местах, замечаем, что муниципальное образование, вообще районное сильно слабо. Полно вакантных мест везде, в тех районах, где я был. И вообще как-то апатия наступает, особенно северных улусов. Вот мы видим по участию, значит, по онлайн-совещанию, и причем, значит, еще, вот мы вот общественной палатой обсуждали концепцию развития сельскохозяйственного производства в республике, это в плане реализации стратегии развития арктических зон на нашей республике. Мало кто принимает участие. И второе, внесли предложение, значит, перед всей общественностью, перед исполнительной властью, перед теми профильными организациями
о разработке концепции капитального строительства республики. Мы недавно обсуждали, значит, я член Общественного совета Министерства Арктики, и обсудили там, значит, вот проект концепции по сельскохозяйственному производству. Участников из Арктики исполнительной власти практически нет никого. Это о чем говорит? Ну, там много недостатков, разработано было, значит, как в ведомственном плане Министерство сельского хозяйства и Министерство Арктики. А другие, это комплексный вопрос, а другие министерства, они, значит, не имели участия в этом деле, и мы попросили, значит, отодвинуть на некоторое время, чтобы и Минстрой, и Минэкономики, и все остальные приняли участие в разработке этой концепции. Поэтому вот я бы просил все-таки нам серьезное внимание, я имею в виду с администрацией, главой администрации и правительства, серьезное внимание обратить нашему тылу. Тылу – это районному звену власти. Вот, поэтому это половина дела для выполнения тех задач, которые перед нами ставит глава республики Айцен Сергеевич. И сегодня он, естественно, подведет итоги и будет озадачивать, но чтобы эти задачи в полной мере выполнялись, нам общими усилиями надо серьезное внимание обратить муниципальным образованием, которые сегодня, я скажу смело, не оправдали себя как институт власти в силу отсутствия как бы или недостатка финансирования. Недостатка финансирования было бы, дела бы шли на места. Вот у меня все, спасибо. Спасибо. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Шульский Сергей Августович, председатель комиссии по сельскому хозяйству, местному самоуправлению и развитию села. Я вот полностью поддерживаю Ивана Ивановича, когда он говорит, что вот по финансированию. Да, действительно, очень большие проблемы у нас в общественной палате по финансированию. Например, мы не можем, вот Ашийские улусы особенно, они страдают от этого. У них вот и связи нет, как качественной, как таковой, интернет и так далее. Они не могут принимать участие в этих наших совещаниях и так далее. А выезды у нас тоже очень ограничены. Также, да, денег нет. А связь мы можем осуществлять только посредством выездов. Вот, например, я съездил один раз вот в августе, и буквально полгода мне не могли выплатить ту часть, которая не доставала. Все, мне спасибо. Можно без микрофона. Яна Игоревна, заместитель председателя комиссии по культуре и искусству. Я понимаю, что в докладе, конечно, невозможно охватить все и вся. Было очень много мероприятий, событий. В частности, работа нашей комиссии тоже была проведена достаточно много. И вот у меня как бы пожелание, да, подробный отчет с указанием в разрезе всех комиссий, чтобы был опубликован на сайте Общественной палаты, да, чтобы мы тоже видели результаты нашей системной работы. Ну и поскольку в нынешнем созыве у нас достаточно много деятелей культуры и искусства, я хочу сказать, что мы делаем многое не для развлечения и досуга людей, а для укрепления настроения в обществе, для того, чтобы каждый человек в любом уголке нашей республики понимал свою сопричастность к нашей стране, к богатой культуре. Ну и по роду своей деятельности, выезжая куда-либо, мы, как члены общественной палаты, конечно, тоже выступаем и стараемся сделать жизнь наших якутян более такой осознанной, духовно богатой. Спасибо. Спасибо большое.